технический булларына хайтара рейдик хайтар тудук микрофон. Технический наука хамыл кончунайдыра колбара кимден кимемит билагатту сайдыгер. Амана янбарди Москвага онга портрет олак янан турар. Бир улакын учунайдахыр Ларионов Владимир Петрович. Кына сваркалы төдөвүйден бастан булган кир тоққа южный кутега помук самосвала бөте калбите тымныгы булганы металл барда кайыры булганы кине көрүн үст тымныгы булгана тугар ударны эмес кускен келдагына жан матари билде эден саңа пластичный стайлер мурдун де сваркалырка онтонла эти улахан шүйүнөн тонулагмасын айтып аджаналары билдер агаябы ол дегенде онтон булларына эти Владимир Петрович кенеттен бир улахан билдер кейнети Василий Васильевич Василий Васильевич нахадайна видмеке, он энергетик даже, бигне ол үз курс кабелемни был. Без курса битер уже капсеттен место тахаран, рабочее место тахаран, сама лаборатория. Лаборатория вот это сонно, уже покуда, надежно-строительной конструкции. Это стоит чего-то. Вот я постоянно хамнату надо, рабочее место надо, рано оборудование, научно-исследовательская лаборатория. Значит, рага постаршин. То ли это был Патрелька Федорович, Виктор Петрович, звезды с неба хватает. Такие люди есть, были. Но тем не менее, Мигнул первым раньше лаборатории назначил. И оказывается, к этому времени, он уже РД договор Тариен, а у нас этот договор Тариен уже локально не обратили внимание. А мне говорят, хадбин тарбет его, хадбин тарбет меня кагана. Вот это было сумах это было. Как ремстрой день лохан ремонтный день сказали. Он киги через ол кагармон үләди. Билен квартираны просто атлах, качыла колымда атлаханы лайы. Ол сана хамнас бүка. Во-первых, во-вторых, ипотека дем вообще это да. Ол сана бихоста хама бибүтен бит студенческая скамья тага битасылы кижеха квартиру. А вот здесь молодые вот как раз преподаватели сидят. На уровне государства решает только, на самом деле, вот, отдельные фирмы. Почему фирма вот так резко поднялась? В 1998 году вот, заведующим был, потом был у нас деканом. И в 1991 году был избран ректором. Первый раз демократические выборы были. Представляете, да, вот мы в Советском Союзе сидим, и говорит, Оля, ты это не говори, только потихонечку. И выборы. Значит, огромная аудитория, 402. Значит, Скрябин вот так сидит, и Васильевич сидит. И профессор Антонов был, философ у нас. Ну, если прогуглите, найдете его, философ. Такой дедушка высокий такой. А он почему-то в валенках ходил. Я вот никак понять не могу. Почему он в валенках ходил на работе? Ну, в валенках пошел, уходит и говорит, вот два претендента, таких директоров. Я, говорит, я вам хочу свое предложение сказать, что вы имели в виду и так далее. Начинает долго рассказывать, что-то, потом говорит, Сахалар нага каравар быттир. Мелкие мы якуты. Учился тогда в Покровской гимназии, ученик 9 класса, будучи, значит, победителем республиканской олимпиады, потом, будучи победителем зональной олимпиады, он попал на заключительный этап и стал призером, дипломантом 3-й степени. Ну, для меня он является первым появляться. Это Тихоновы, то есть тройняшки Тихонова, Аня, Кеша и Галя. Он занял взял 3-й диплом, Аня второй диплом взял, 2-й раз. Для математиков у нас стало 3 таких дипломантов. Их 9 человек, 9 школьников у нас, выпускников разных школ города Якутска, в основном республиканский лицей-интернат. Поэтому
Это направление является для нас самым таким знаковым. Математического образования дало вот такие плоды. Чем занимаются вот эти школьники, которые выпустились, они хорошо выступали, становились призерами, даже те, кто грамоту получали, это тоже неплохо. Они сейчас, к сожалению, за границу уехали, в общем-то, своими представительствами. Это в основном это Нидрайвер, ну и Майтон. Вот они сейчас в общей массе находятся там. Они вот с этими компаниями выехали за рубеж. Но, тем не менее, у нас тут взращиваются и другие школьники, которые будут, ну, и показывают неплохие результаты. Но я хотел бы, чтобы и выпускники Бердиков-Стяжской улусной гимназии также проявляли себя на вот таких различных уровнях, ну и не только на российском уровне, но и на международном уровне. Ну, у нас олимпиады, я, если возвращаюсь к олимпиадам, олимпиады математики, они делятся на несколько уровней. Раньше было 5 уровней, сейчас 4. Какие? Это школьная олимпиада, первый этап, потом муниципальный этап. Правильно? Это горный улус, это муниципальный этап. Региональный этап это республики Саха-Якутия, а дальше лучшие по показателям приглашаются на заключительный этап олимпиады. Это уже называется всероссийский этап. Но для нашей республики есть еще другой этап, который называется Международная олимпиада Туймада, правильно? Там кто-нибудь из вас принимал участие? Там с 8 класса можно принимать участие по 11. По показателям именно на региональном этапе олимпиады. Учения, те, которые заканчивают и получают диплом, еще специализируются дальше, и из них уже готовятся по узким специальностям врачи. Это называется ординатура клиническая. Там еще обучаются 2 года, значит, в среднем где-то вот нормальный врач-специалист должен обучиться 8 лет. Если же есть какие-то другие мечты, то дальше можно и в аспирантуру уже по науке поступить и так далее. И вот в это время, когда работал Василий Васильевич у нас ректором, это был период 91-98 годы. Это очень сложное время, когда у нас, скажем, уже СССР развалился. Каждые 5 лет обязательно пройти повышение квалификации. То есть он должен еще где-то несколько месяцев обучаться всем новым достижениям. Ну, проблемы были, вы даже когда родились, еще не родились, наверное, вы даже не знаете, что проблемы были даже заработной платы. То есть люди выезжать куда-то, просто на командировки, чтобы их отправлять, в Министерство здравоохранения не было денег. И вот тогда, благодаря вот его инициативе, благодаря поддержке Министерства здравоохранения нашей республики, они были в этом очень заинтересованы, был еще открыт дополнительно другой факультет. Факультет после дипломного образования. То есть, где вот мы могли повышать квалификацию врачей по любым специальностям. Обязательно куда-то поехать, выехать учиться. Хотя, конечно, и сейчас идет очень хороший обмен. Молодых мы стараемся отправлять, чтобы они увидели новые достижения на других базах. Но, тем не менее, к нам еще приезжает очень много различных специалистов высокого уровня, потому что, вы знаете, у нас очень хорошая сейчас материальная и техническая база. Дисциплины, они обучаются на базе больниц. Ну, на базе медицинского центра, вы слышали, наверное, педиатрического центра. Вот сейчас открылся кардиологический центр, там обучаются. Вот строится, скоро вот войдет онкологический центр. Вот на всех этих центрах, во всех этих самых крупных больницах имеются аудитории, учебные классы, и во всех палатах фактически вот там обучаются наши студенты. Поэтому материально-техническая база сейчас
очень неплохая. Минерал. Музеев, по-моему, из каких-то. Я вот даже не знаю, из каких музеев. Это музейные, это апатит. Это тоже апатит. Минералы. Вот тоже минералы. Вот. Государства как бюджет прожиточного минимума. Ну, то есть вы, наверное, слышали, есть такая потребительская корзина. Туда входит вот набор необходимых товаров, продовольствие, там, скажем, зубная паста, еще какие-то предметы одежды, наши теплые одежды, где-то еще какие-то вещи. Ну, и вот бюджет прожиточного минимума, он составляет для арктической зоны это одна цифра, и пенсии к ним тоже. Бюджет прожиточного минимума, цифры бывают где-то 17, там, 18 тысяч человека в семье. Вот, допустим, ребенок и муж, жена, да. И вот как считается, вот совокупный семейный доход есть. Полностью весь их доход плюсуется, потом делится на 3, на состав семьи. Дает возможность с любым разговаривать. Так ведь, да? Классик так говорит в свое время, что есть такая специальность, философия, которая дает возможность человеку с любым говорить. До этого я работал в Якутском научном центре. Ну, заодно я и о себе говорю. Я работал в Якутском научном центре заместителем председателя президиума. Тогда заместитель председателя работал Ларионов Владимир Петрович. Так что это человека как Ларионов. Я там, значит, Василий Васильевич меня пригласил в университет. Он меня сагитировал. Не стало. Так, система создается Василию Васильевичу, как директору, сохранить вуз. Более того, еще надо как бы дать стимул для дальнейшего роста. И вот здесь его политика была такая. Он мне, когда со мной говорил, мне нужны доктора наук для университета. Почему? Потому что доктора наук – это в преподавательском составе стержень, основа, фундамент. И вот на базе, значит, мне надо развернуть вот дальше вот работу университета, вот так вот. Поэтому он собирал себе докторов наук. И вот он мне прямо именно так и со мной говорил. Нельзя заставлять кого-то. Да, а как мы залечем туда? Я же говорю, будем давать квоту школам. Что дальше? Внесение А сколько выступающих? 2 сказали. Что? Мы, к сожалению, А выступающих? Она младшая. Для ознакомления давайте повторяем. Ко мне со своими идеями, с 7 листочками. Афоня так дико. Сейчас, Так пошли свои Это образование, да? Нет, это спорт. Вот образование. Ой, подождите.
Саня, да? Сардана Филиппова. Да. Сардана Филиппова. Короче, как я сказала. Патриотическому. Мы не сможем двигаться вперед, так как наше будущее должно иметь свою духовную, нравственную основу. Свой духовно-нравственный стержень – это любовь к Отечеству, к своей Родине. И любое социальных ролей. Вы, будущие ребята, будете работать в отраслях экономики, представлять интересы народа. Сегодня вы в интеллектуальной игре играете, моделируете, берете на себя роль депутатов. И, соответственно, ваши комитеты разрабатывают, вносят предложения инициативные в закон о патриотическом воспитании. И чтобы участвовать в этой игре интеллектуальной, вы хорошо дома очень подготовились. Ребята, которые приехали из клуба «Фемида» из города Якутска, они при работе, так как депутаты – это люди, которые защищают интересы народа, значит, рассматривают все законодательные пункты по статьям, по различным направлениям. И, соответственно, ваши вот эти предложения, то, что вы будете сейчас выступать, защищать, проводить дискуссии, вносить свои предложения по комитетам, значит, голосовать, это очень социализирует вас для будущего, использовать уже в работе. Воспитание гражданина, приверженного целям служения Отечеству, патриота, способного уважать и приумножать. Стесняйтесь, дискутируйтесь, общайтесь, обменивайтесь опытом, взаимодействуйте друг с другом, встречаться в университете, в Северо-Восточном федеральном университете нашей Российской Федерации. И потом уже вы будете, значит, работать по отраслям экономики. И сегодня то, что вы вот закладываете фундамент, формируете свою будущую компетенцию коммуникации и умение выступать, значит, да, сегодня, победить каждому комитету. Регламент будет составлять 2 минуты. Уважаемые депутаты, комитет по делам молодежи и спорта желает предложить свои идеи и предложения в проект постановления. В организации школьной, в каждой школе есть исторические музеи. Однако где-то это еще не развито. Исторические музеи – это очень важно сейчас для каждого школьника. Это знание своей истории, своего настоящего, прошлого. Без прошлого не бывает будущего. Меня зовут Захарова Виктория, я ученица 9 класса 16 школы в городе Якутска, и я являюсь также председателем модельного движения при Республиканском ресурсном центре «Юные якутяне», занимаюсь модельным движением школьников. И вот сегодня мы приехали в Бертикистях, в администрацию, чтобы провести модель Ильтумен. Вообще модель Ильтумен заключается, вот у нас модель идет как бы ролевая игра, интеллектуальная игра, когда школьники могут проверить роль на друг друга. Школьники могут примерить на себе роль депутатов. Например, у нас сейчас идет по 3 комитетам работа: по образованию и науке, детства и семьи и комитет по молодежи и спорту. Вот. Вообще эта игра формирует коммуникабельность с людьми, умение договариваться, переговоры вести, дипломатия. Это, мне кажется, самое лучшее, что придумали люди, и это, мне кажется, путь к миру. И также это вырабатывает умение думать критически, то есть у нас идут дебаты, которые мы спорим, да, и также пытаемся договориться и перетянуть на свою сторону. То есть тоже это переговоры. И также развивается, наверное,
лидерские качества. Лидерские качества всегда развиваются, потому что тогда вы ведете с собой людей, говорите то, что вот мое предложение это то самое, то и должно прийти к нам. Метапатриотические мероприятия и уроки в дошкольном образовании и внести предложение федеральной государственной общеобразовательной станции у дошкольников, то есть детских садов, что поможет с раннего возраста воспитывать правильные патриотические чувства у наших будущих граждан. Спасибо. Представитель города или представитель села, да? Но нету представителя местного. Пожалуйста, кто-то из вас. А временный охранник, Есть? Это, конечно, важно. Так что социальное проектирование и патриотизм, чтобы каждый имел возможность проявить свой патриотизм. Алексеева Елена Егоровна, заместитель директора по научно-методической работе Бердыгестяхской улусной гимназии. От имени администрации Бердыгестяхской улусной гимназии имени Василия Васильевича Филиппова выражаем большую благодарность лекторам, академикам и ученым из Академии наук Республики Саха-Якутия. Сегодня у нас проходят очень интересные лекции и беседы на разные темы. На медицинские, общественные, философские темы и технические науки. Всего у нас присутствуют школьники из Бердыгестяхской улусной гимназии, Бердыгестяхской общеобразовательной школы имени Семена Петровича Данилова и Афанасия Николаевича Осипова. Ребятам очень понравились лекции ведущих ученых, академиков из Академии наук. И ребята задали очень много вопросов, в том числе и про профориентационные темы, куда поступить, в чем значимость профессии инженеров, медиков и так далее. По всей республике проведены разные мероприятия, посвященные выдающемуся сыну Якутии Василию Васильевичу Филиппову. Первая фирменная многопрофильная олимпиада среди учащихся 7 школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Якимовича Николаева. Классные часы о жизни и деятельности Василия Васильевича Филиппова. Конкурс юных изобретателей «Юный новатор», выставка инженерных работ, научно-практическая конференция «Филипповские чтения». Победителей и призеров Филипповской декады. Профильная олимпиада в рамках 26-й олимпиады сети школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Якимовича приняло участие 170 учащихся из 10 лицеев и гимназий сети школ имени Максима Арсеньевича Амосова. Данные предметы, технические предметы, английская. Слово для награждения участников олимпиады на сцену приглашается глава горного улуса Никита Викторович Андреев. Василий Васильевич Филиппов атынан Бердыгестях улустагы гимназията Филипповской декада кыттылахтара. Эгене Филипповской декада этеңне сетихилактик түбүктөмүтүнөн улус жахалтатын туз бамапыттан ягделибин көңүлле. В текущем году прошла первая декада, посвященная Василию Васильевичу Филиппову, почетному гражданину нашего района, человеку, который оставил большой след в истории Якутии, человек, который работал как ученый, как руководитель республиканского масштаба, как руководитель законодательного органа нашей республики. Василий Васильевич во всех направлениях добивался хороших успехов. У него была своя команда, которая продолжает его дело. Мы
земляки Василия Васильевича, конечно же, пользуясь случаем, хотели поблагодарить всех друзей, коллег Василия Васильевича, которые продолжают его дело, которые продолжают работу по увековечению памяти Василия Васильевича Филиппова. От имени администрации муниципального района Горный Луз хотел бы поблагодарить организационную комиссию во главе первым заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Садовникова Дмитрия Дмитриевича за проводимую работу. Хотел бы поблагодарить главу Республики Арсения Сергеевича Николаева, который своим указом определил организационный состав и, конечно же, благословил все эти мероприятия. Каролина. Направление естественно-научные предметы. Победителями стали Пахомова Саяна, Бугаева Людмила и Егорова Надежда. Направление русская филология. Победителями стали Макарова Вероника, Афанасьева Элеонора. Направление Владимир, Николаев Айса. Направление технические предметы. Победителями стали Коркин Иннокентий, Макарова Любьяна и Колодезников Петр. Дипломом победителя Олимпиады по якутской филологии награждается Авлагузина Каролина, ученица 9 класса Английского лицея Леонида Васильевича Керенского. Благодарственное письмо вручается учителю английского языка Наталье Константиновне Рязанской. Победителя Олимпиады в направлении английская филология награждается Тарасенко Валерия, ученица 10 класса Татинского лицея имени Авсентия Егоровича. Диплом 9 класса Горделестянской устной гимназии имени Василия Васильевича Филиппова. Аваре, учителю английского. Предметы награждаются имени Василия Васильевича Филиппова. В направлении естественно-научные предметы награждается Габушев. Дипломом победителя Олимпиады в направлении естественного имени Василия Васильевича. Дипломом благодарственной Петровой, учителю биологии. Благодарственное письмо вручается Татьяне Григорьевне, Дьякон. Письмо вручается Елене Географии. Дипломом Елена, ученица 9 класса. Ученик 10 класса победителя Олимпиады Василия Васильевича Филиппова. Благодарственный 26-й Олимпиады сети школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, Берделестянская устная гимназия имени Василия Васильевича Филиппова. Спонсорами призов для победителей сети школ первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Якутский государственный проектный научно-исследовательский институт строительства Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Армозова. Уважаемые земляки Василия Васильевича, уважаемые родственники Марфа Семеновна, коллеги, академики, ученики, учителя устной гимназии, которые присвоили имя Василия Васильевича, позвольте мне всех вас благодарить от имени Президиума Академии наук, от имени президента Академии наук Республики Саха-Якутия Владимира Николаевича с проведением декады выдающегося государственного общественного деятеля республики, первого президента Академии наук, председателя Государственного собрания ЛТУМЭН, ректора Якутского госуниверситета Василия Васильевича Филиппова. Это был один из ярчайших и харизматических лидеров начала 20, вернее, это был один из лидеров, который
уже вошел в новейшую историю и который всем нам запомнился. Мы счастливы, что с ним мы смогли общаться. Василий Васильевич был удивительный человек. За все, за что он брался, у него всегда получалось. Он сумел организовать мощные команды и вывел в лидеры среди высшего образования России Якутский государственный университет, который стал уже потом, благодаря его усилиям, той материально-технической базы, которую он создал, это стал ведущий центр на северо-востоке нашей страны. Василий Васильевич возглавлял Илтумен и тоже создал новую законодательную базу для развития нашего движения вперед. И, наконец, он создал вместе с Михаилом Ефимовичем Николаевым Академию наук Республики Саха-Якутия, которая имеет большие заделы на будущее. Мне хотелось бы поблагодарить всех за организацию декады и за то, что вы несете и продолжаете дело Василия Васильевича. Я думаю, что он для учителей и для многих из нас будет и остается предметом преклонения, обожания и подражания. Я думаю, что мы будем хранить всегда его имя, его заветы, которые у него есть. Они есть у нас сегодня в Ютубе, они есть у нас в документах, которые есть вот в Академии. Часть из них уже имеется в архиве, мы будем их обрабатывать. В этом году Академия наук, как вы знаете, будет 30 лет. И мы, конечно, выпустим к этому времени книгу, которая посвящена Василию Васильевичу Филиппову. И близкие люди, те, кто с ним работал, они напишут свои воспоминания. Вот в республике у нас есть уникальная такая вещь, которую не объяснила еще наука. Например, есть село Ломтука, откуда вышел, вы знаете, Владимир Петрович Ларионов и Аркадий Алексеев, ряд выдающихся деятелей, всем известных. Есть Татинский улус, это тоже мекка интеллигенции республики Якутии, Саха-Якутия. И есть Кюкяйский, например, наслед, откуда тоже вышли несколько академиков: Кривошапкин, Егоров, Акимов, сенатор. И есть Мытах горного улуса, откуда тоже вышли братья Даниловы, откуда вышел известный в России и за рубежом художник Афанасий Осипов. И вышел у нас Василий Васильевич Филиппов. И вот наука не может объяснить, что это такое, почему есть такие точки, откуда выходит не один человек, а несколько человек, плеяды, которые могут влиять даже на нашу историю. К сожалению, наука не может объяснить, что это такое, космические лучи или какая-то духовность, которая окутывает вот эту местность. Мы не можем пока дать на это ответ. Но это факт. И Василий Васильевич, вот, я думаю, что будет специальное, наверное, место в музее в Мытахе, которое посвятит его жизни и творчеству. Я думаю, что он этого заслужил. А комиссия работает по увековечению. Будет не только книга, будет и большой памятник возле Академии наук, будут мемориальные доски, будут названы улицы, может быть, какие-то объекты. Мы об этом думаем, потому что Василий Васильевич — это, как я уже сказал, один из столпов новейшей истории Республики Саха-Якутия. Помимо Михаила Ефимовича, я думаю, что он уже, хотя он совсем недавно ушел от нас, но он уже вошел в нашу новейшую историю и золотыми буквами себя как бы вписал в летопись нашей республики. Спасибо. Никита Викторович, Марфа Семеновна, коллеги, гости, участники этого большого мероприятия. Вот уже последний день закрытия, но мы продолжаем понимать, что Василий Васильевич был человеком огромного масштаба. И только мы сейчас начинаем понимать его ценность, его опыта колоссального, его мудрость, интеллект, нравственный устой и безупречный профессионализм. Конечно, нас учит, несомненно, его характер, который он выработал.
со времени рождения в Горном Улусе, в селе Мытах. Его работоспособность, которая была очень-очень такой достойной. Ну, его, в конце концов, большой такой профессионализм именно по отношению к труду. Он был, безусловно, великим сыном не только Якутии, но и всей России. Все его дела, которые он делал, будучи ректором Государственного Якутского университета, будучи председателем Палаты Республики, Государственного собрания Лохтумян, ну и президентом Академии Республики Саха-Якутия, являются для нас очень большим примером. И он все дела, которые ставила республика, но и страна, делал с огромной ответственностью и, безусловно, за очень короткий миг времени. В этом была его большая вот такая заслуга. И со своей стороны я хотел бы, вот у меня есть такая, поздравительное письмо коллективу Пятигорской улусной гимназии имени Филиппова от отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления Российской академии наук, в котором с 1997 года прошлого века членом являлся наш Василий Васильевич Филиппов. Они выражают уверенность, что ученики и будущие выпускники гимназии станут настоящими патриотами и достойными продолжателями дела и учения Филиппова Василия Васильевича, славного сына Якутии и России, зам.академик-секретаря, руководитель секции механики, академик РАН Матвиенко. Пожалуйста. Не только там физмат-олимпиада, она должна быть многопрофильной. Могут быть это проекты, защита проектов, как сегодня это происходило. Ну и я хотел бы добавить просто выразительное чтение на якутском языке стихотворений Семена Данилова. Такое мероприятие у нас проходит по республике в одном месте, но я хотел бы, чтобы в этом нашем Пятигорской улусной гимназии вот такое мероприятие не только проходило на улусном уровне, но на региональном, возможно, в следующем шаге и можем выйти даже на федеральный уровень. Но это надо работать. Спасибо. У нас получилось очень интересной, насыщенной и содержательной. Мы сегодня выражаем глубокую благодарность нашим экспертам, которые все эти 10 дней были вместе с нами. Мы выражаем глубокую благодарность родным Василия Васильевича Филиппова, членам педагогической династии Филипповых, которые всегда поддерживают идеи и инициативу Улусной крестьянской гимназии имени Василия Васильевича Филиппова. И обсудим
следующий шаг проведения традиционных мероприятий, посвященных Василию Васильевичу Филиппову. Мы надеемся, что действительно мероприятия мы должны проводить на региональном и, если получится, на российском уровне. Руководитель грамотой победителя награждается Бердянская. Для конкурса «Юный инноватор» мы приняли решение от имени семьи и родственников учредить специальные призы. Внимательно изучив положение данного конкурса, мы увидели, что у нас научные руководители получают только благодарственное письмо. Поэтому наши специальные призы мы бы хотели адресовать для тех, чьими усилиями куются победы. Это начало формирования научных школ. Поэтому разрешите от нас, от семьи, вручить специальные призы следующим научным руководителям. Уважаемые руководители и участники сегодняшнего мероприятия, специальный приз от родственников Василия Васильевича Филиппова «Лучший руководитель» присуждается Тикиянову Ариану Кирилловичу, аплодисменты, учителю физики Магоминской СОЖ имени Тимофеева Кустуканова. Представители школы, пожалуйста, подойдите. Кировской средней общеобразовательной школы. Подарочный сертификат от магазина ДМС. И вот этот бестселлер Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный». Руководители попросили детей быть чутка культурными, поэтому вот они чуток воздерживаются. Так у нас всегда весело, громко, все как-то по-семейному и так далее. Ну вот, как уже было отмечено, 10-дневная наша декада, она завершается. Сегодня мы провели закрытие первой многопрофильной олимпиады. Замечу, отмечу первой фирменной олимпиады нашего горного ВУЗа именем Василия Васильевича Филиппова в рамках 26-х олимпиад сети президентской школы имени Михаила Филипповича Николаева. Здесь уже отметили, участвовали около 170 детей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сотрудников Академии наук за то, что подготовили задания. Хочу поблагодарить также сотрудников Северо-Восточного федерального университета. То есть все задания, они соответствовали уровню гимназии нашей республики. И тоже, наверное, традиционно, когда Никита Викторович вручал Кубок победителя, мне немножко было стыдно. Из 10 гимназий и лицеев как-то мы сами провели. Конечно, всем, сетью президентских школ мы провели, всей республикой, но организаторами были мы в этом году, как-то поэтому, стыдно. А так, все было объективно, коллеги. Наверное, удача, госпожа удача, она стояла рядом с нами, вот поэтому наши дети чуточку были повнимательнее, мы заняли первое место. Это для коллег сети президентской школы, я говорю. Так, и если перечислить другие мероприятия, как и все отметили, 10 дней были очень насыщенными, содержательными, Около 400 детей написали в единый день филипповский диктант, то есть популяризация она в этот день прошла на ура, во всех наследях, школах, сельских библиотеках, сельских школьных библиотеках все мы провели. Также в единый день были проведены классные часы, как недавно было отмечено. Прошла первая
научно-практическая конференция, филипповские чтения, да, тоже фирменная, которую проводит Горный Луз. Огромную благодарность от коллеги Горного Луза хочу принести Министерству образования и науки, соучредителю конкурса. Также проходили еще различные конкурсы, я все перечислять не буду, по моему усмотрению, по усмотрению коллег. Дипломом первой степени Семена Петровича Данилова. Дипломом первой степени награждается ученик Десятской средней общеобразовательной школы. Дипломом первой степени. Дипломом первого исполнительного образования имени Милы Егоровны Лукиной. Дипломом первой степени награждается воспитанник Центра дополнительного образования Егоровны Лукиной Винокуров. Дипломом первой степени награждается. Дипломом первый руководитель Потапов Гавриил Константинович. Дипломом первой степени награждается образовательной школы имени Харипора Эдгар, руководитель. Василия Васильевича Филиппова. Но на самом деле, да, вот ученики Василия Васильевича, говорят, сегодня так хорошо сказали, да? Я считаю учениками Василия Васильевича всех выпускников нашего инженерно-технического факультета 80-х годов. Если бы этих учеников не было бы и строительного комплекса Республики Саха, по большому счету. Я вспоминаю тех выпускников, вот это были, ну, скажем, хотя бы практически республиканского уровня, были 90-е годы строители, да? Александр Адольфович Беш, домостроительный комбинат, Иван Иванович Полушкин, Стройком, ну и так далее, Романов Александр и так далее, да? И вот эти все ребята, строители 80-х, 90-х годов, они построили всю республику, да? Медицинский центр, корпус факультета естественных наук и так далее, и так далее. Все огромные корпуса, все огромные объекты, это построено учениками Василия Васильевича, по большому счету. Теперь второе, да? Второе. Для развития университета, наверное, вот именно Василий Васильевич сыграл огромную роль. Огромную роль. Вот сегодня именно на базе то, что создал Василий Васильевич, в том числе и на кадровой базе, держится сегодня университет. Я вот если взять родную нашу кафедру, да, только на нашей кафедре он подготовил 8 кандидатов. Это за кратчайший период. И в 41 лет стал ректором университета. И впервые истории, ну, наверное, даже СССР, ну, я имею в виду России, да, очень молодой ректор. И ректор, я всегда говорю, ректор, который имел огромные связи. Он мог в любое время суток позвонить министру науки и высшего образования Филиппову. Это был его ближайший друг. -то. Вот благодаря только таким связям, но я не говорю про Михаила Филипповича, конечно, первого президента, это был ближайший помощник и руководитель. Да. И когда Михаил Филиппович пришел вот на 16-м году на юбилей университета, он подчеркнул именно вот это дело, да, что именно благодаря вот таким руководителям был создан именно Северо-Восточный федеральный университет. Вот. Я сегодня, конечно, с огромной горечью и, конечно, с досадой как-то очень рано ушел наш Василий Васильевич, конечно. Это был человек, который очень любил жизнь, очень любил своих земляков. Я, наверное, руководителей не помню, который бы так горячо поддерживал горный район. Всегда приезжал сюда. Но, наверное, все главы горного ВУЗа это практически были, скажем, направлены именно, да, как-то с помощью Василия Васильевича были поставлены именно руководить горным ВУЗом. И, конечно,
Значит, госсобрание в Утюме. Вот вспомните, старые созывы, 90-х годов. Но это были величайшие люди, так же, да? По большому счету. Как горячо обсуждались законотворческие проекты. Это была битва, да? Битва, большая битва, да? И каждое заседание Утюмена это было настоящее, очень серьезное заседание. Ну, я не умаляю вот сегодняшний состав, но в те времена, конечно, Роберт Бурмашов и так далее, да, это были величайшие люди. Ну и, конечно, со своей стороны хочу Марфу Семеновну поблагодарить. Вот Марфа Семеновна – это величайшая женщина. Наверное, вот таких верных супруг, не только верных, да, а которые действительно могут помогать именно супругу. Это работящий был страшный человек. И Марфа Семеновна по воскресеньям в субботу приносила нам этот суп. Суп приносила на кафедру. Представляете? Вот только вот Василий Шишков очень работал. Руководитель, который приходил в 7 часов утра. Уходил, но раньше 8, наверное, никогда не ходил. Ни суббота, ни воскресенье. Абсолютно. Ни суббота, ни воскресенье. Я потом, когда в академии работал, да, работал 3 года. Ни в субботу, ни в воскресенье, Дима. Честно скажу. Раньше 8 домой никогда не приходил. С 30 утра командир с Москвы прочитал, 8 часов был на работе. Это было требование Василия Васильевича. И только благодаря вот таким руководителям, да, настоящим руководителям, действительно сегодня очень много хорошего сделано в нашей республике. Василия Нюргун, ученик дипломом 3 степени награждает цифровые технологии 6 Б класса, 11 класса награждается ученица 3 степени дипломом и 8 класса Кировской СОЖ, руководитель Мамаев Владимир Леонидович. Лауреат, ученица седается Матвеева Настя, ученик 10 класса Греца Михайлов Ярослав, дипломом 3. Ректора, президента Академии наук Филиппова Василия Васильевича. И мне хотелось бы сказать, что с Бергестянской улусной гимназией мы уже начали деловое сотрудничество несколько лет назад. И делегатами даже международных организаций, ООН, нынче, например, Олимпийского совета Азии, да, и мы проводили еще совместно модель Якутской городской думы и Наследного совета народных депутатов сегодня. Мы с Варварой Васильевной в этом году провели вторую межрегиональную ролевую игру моделирования заседаний Государственной Думы 2023. Вам, да? Здесь есть приветственное слово от Варвары Васильевны, от ее отдела. Законотворец Иванов Вячеслав, грамотный законотворец. Совета. Хлопков Эрхан. Апреля, в день его рождения, как вы помните, был вот такое холодное, очень ветреное, снежное утро, как вы помните. Мы очень переживали искренне за наших ведущих, которые стояли без единой перчатки, распахнуты в одной блузке. Так жалко на них было смотреть, но они смогли сохранить здоровье и сегодня провести этот замечательный вечер. Дорогие друзья, нам очень волнительно и приятно, что силами всего лишь одной гимназии, ну, конечно же, при большой поддержке и большого комитета, и главы района была проведена такая
масштабная декада, состоящая из массы мероприятий. Мы, конечно, хотели бы с этой высокой трибуны Владимиру Михайловичу сказать, чтобы он не снижал планку, но мы понимаем, что это самая первая декада. Она первая, она особенная. Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы память о нашем отце переходила от поколения к поколению. Вот, и вот эта декада и проходящие в ее рамках мероприятия, они не теряли свой качественный, содержательный уровень. Поэтому давайте всем вам поаплодируем. Большое вам спасибо. Ребята, аплодируем сами себе. Ну и прежде чем передать слово нашей маме Марте Семеновне, я бы хотел от имени университета, который я сегодня здесь представляю со своими коллегами, вот сказать нашим ребятишкам, победителям и призерам научно-практической конференции многопрофильной олимпиады, что ваши достижения, Терентий Афанасьевич Корнилов сказал, что для вас открыт весь мир, но я бы хотел вас призвать к тому, чтобы мир открывался через Северо-Восточный федеральный университет. Почему? Потому что победители и призеры олимпиады и конференции при поступлении в Северо-Восточный федеральный университет будут получать дополнительные баллы в виде индивидуальных достижений. Победитель 3 балла, а призер 2 балла. Это очень здорово, это большое значимое дело, поэтому всех поздравляю. Ну и Марта Семеновна волнуется, конечно, но давайте ее Добрый день. Встретим аплодисментами. Добрый день. Хочется вспомнить Василия Васильевича. Мы с Василием Васильевичем в то время с Васей Филипповым познакомились в далеком 1971 году, будучи студентами. Но с высоты прожитых лет, все-таки 50 лет совместной жизни, я хотела бы твердо сказать, что он был именно настоящим народным депутатом. Депутатом не на словах и на бумаге. Он не любил санаторий, дома отдыха. Он лучше все свободное время объехал весь горный улус. У него в каждом населенном пункте были свои аксакалы. Как он говорил, философы, которые его очень ждали, и он ждал встречи и готовился хочу сказать. Все вы знаете, 18 января вышел указ главы горного улуса о присвоении гимназии имя Василия Васильевича. Мне так отрадно, что именно как гимназии, просветительные организации, имя присвоили. Это, мне кажется, самая такая благодарность, самая такая память о Василии Васильевиче. И хочу сегодня, Владимир Михайлович, вас и весь ваш коллектив учеников, чтобы дали согласие носить в гимназии имя Василия Васильевича. Спасибо. Ну и, дорогие друзья, разрешите исполнить нашу небольшую, но очень приятную миссию. Вот от имени семьи вручить наши благодарности. Картину, вышитую бисером. Тут святой Георгий Победоносец. Подарить ему. Школьники, сегодня, в день закрытия декады, мы бы хотели преподнести от нас и от учеников от строительного комплекса республики наши небольшие подарочные сертификаты для оснащения вашей научной лаборатории, которая носит имя нашего отца.
сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Вот тоже я решил все-таки от выпускников инженерно-технического факультета вручить сертификат гимназии имени Василия Васильевича Филиппова, нашего учителя, сертификат на сумму 200 тысяч рублей. Мы говорили во время открытия организационным комитетом, педагогами, учениками, родителями проведена колоссальнейшая работа. В течение этих дней горный улус бурлил. Эти волны доходили даже до нас, до жителей города. Но сегодняшние мероприятия, они были бы невозможны, если бы не добросовестный, круглосуточный труд двух прекрасных женщин, которых мы отмечали 1 апреля. Вот, но тогда было сказано вслух, а сейчас мы бы хотели подарить этим двум замечательным женщинам наши благодарственные письма от нашей семьи. Елена Егоровна. Письмо вручается Петровой Анжелике Ивановне. Мы предлагаем подарочный сертификат спа-центра Канти, чтобы они отдохнули. Нельзя не высказать в адрес тоже вашего экс-сотрудника, нашей любимой племянницы и двоюродной сестры Варвары Васильевны. Варвара Васильевна. Саяну. Dear Marfa Semyonovna, Nikita Viktorovich, and participants of the decade, the staff of our gymnasium expressed its deep gratitude for the active participation in various competitions dedicated to Vasily Vasilievich Filippov. I would like to congratulate those who showed their intelligence, ingenuity, their speaking and research skills, and were able to achieve high results during this week. Competitions of this kind give us the desire to win, to show everyone what we are capable of. Participation in the Olympiads of the network of schools of the first president of the Republic of Sakha-Yakutia, named after Mikhail Efimовich Nikolaev, became a test of our knowledge, arose in us the desire to prove our superiority. We are waiting for all of you in future events of the decade of memory of the outstanding person, Viktor Vasily Vasilievich Filippov. Деятели, руководители науки и высшего образования Василия Васильевича Филиппова навсегда останется в памяти народа и истории. Его жизнь и деятельность – пример для подражания и образец служения своему народу и стране. На этом декада, посвященная Василию Васильевичу Филиппову, объявляется закрытой. Мы благодарим вас за активное содействие, сотрудничество и участие в наших мероприятиях. До новых встреч! Всех приглашаем на общее фотографирование. Thank you.
Тихерем ба. Тоңара. Мына Камераны қамсатырмам снимайды. Болар аңғы күтті бұдекке қарайын берің әрі. Боларым. Телефон албақ тұрабы тарғас баппат. Сері түйерен әрәбет. Чөйдір. Тәрі, көрдігі көрі. Раз, два, три. Раз, два, три. Три. Еще раз. Раз, два, три. А тут телефон. Herenen sürüm bara yakağız biten bara. Bahasta turun bir taraf. Cara. Раз, два, три. Раз, два, три.